Друзья, всем здравствуйте. Карта дня на 7 февраля 2021 год, воскресенье. Общая карта для всех. Дама бубновая. Это карта, знаете, когда у нас много-много возможностей, когда перед нами открывается какой-то выбор. Знаете, направо пойдешь, будет то, налево пойдешь, будет то, да, прямо еще что-то третье. То есть сегодня действительно придется принимать какие-то сложные решения. В отношениях, может быть, будет для кого-то трудный выбор. Допустим, вы познакомились с людьми, да, и вот вам сложно понять, какой именно человек вам больше подходит, с каким именно продолжать отношения. Если вы хотите, допустим, что-то приобрести сегодня выходной, возможно, кто-то будет в магазине делать покупки, тоже очень сложно выбрать то ли это, то ли то. Все вроде бы нравится, все подходит, и очень сложно сделать выбор. Также это карта посредников, да, то есть вы сами можете посредником быть у каких-то людей, может быть, кого-то мирить, с кем-то договариваться, может быть, помогать заключить какую-то сделку и получить от этого процент. Может быть, вы будете просить кого-то, чтобы кто-то вашим посредником был, да. В общем, карта такого выбора, таких перемен, каких-то важных решений и вот множественности такой во всем. Вот всего много, всего, знаете, может быть, даже слишком много всего сегодня происходит, да, и вам как бы трудно, перегрузка такая идет. Давайте посмотрим. Кстати, если вы куда-то едете сегодня, да, то может быть такое, что как-то потеряетесь в маршруте, да, то есть вроде бы, если это только новая дорога, вроде бы вам, допустим, нужно ехать в ту сторону, да, а вам показывает карта, допустим, что в другую. Вот можете как-то заблудиться, заплутаться. Или кто-то неправильно дорогу подскажет вам. Овны. У вас, уважаемые овны, валет червовый. Вот такие вот перемены, вот такое принятие решений, скорее всего, будет касаться близких людей, партнеров, да, по браку, может быть, партнеров, или просто тех людей, с которыми вы долгое время встречаетесь, это друзья, возможно. Вот какое-то решение придется принимать по поводу них. А также здесь будет у овнов какая-то страсть, какая-то любовь, роман, да, вот, возможно, будет очень много впечатлений, которые вы сегодня получите от отношений. Может быть, подарок, может быть, забота какая-то о вас, человека, да, возможно, даже вы этого не ожидали, может быть, это совершенно новый человек, это может быть знакомство новое, да, и вот уже как человек себя проявляет, вас удивляет. Так, следующая карта у нас для тельцов. У вас, уважаемые тельцы, туз трефовый. У вас день каких-то как бы начинаний, да. Если это касается отношений, может быть, даже это новый брак, новая семья, новая встреча. Это может быть какие-то новые обязанности. Это может быть там переезд на новое место жительства. Может быть, это подарок какой-то очень такой ценный, да, может быть, он вас очень удивит. А что еще важно? Здесь может быть какая-то договоренность, сделка, соглашение, предложение какое-то, да, вот что-то такое важное есть. Причем, опять же, вам предлагают выбор, и решение трудно принять. То есть у вас несколько вариантов, как вам поступить, да, и вся ответственность на вас, и вот, может быть, сложно будет принимать предложение. Но все-таки эта карта очень приятная, положительная. Может быть, знаете, даже сегодня несколько подарков вам подарит, или доход будет из нескольких источников. Или, допустим, вы познакомитесь сразу с несколькими людьми, да, то есть, ну, день такой для вас очень важный и открывает для вас какие-то новые такие возможности, перспективы хорошие. Очень хорошая для выздоровления карта. Следующая для близнецов карта. У вас восьмерка бубновая выпадает. У вас сегодня день касается
каких-то открытий, да, откроется какая-то ситуация, которая была раньше закрыта, да, то есть тайна какая-то откроется. Возможно, кто-то сегодня получит решение давнего вопроса с помощью какого-то стороннего человека, с помощью посредника. Кто-то, может быть, получит ключи от квартиры из близнецов. Может быть, кто-то будет ремонтировать, ну, как бы делать, изготавливать новый ключ. Или, может быть, кто-то будет менять замок в двери. Да, вот что-то вот с ключами, с замками. Но, по крайней мере, будьте осторожны, не потеряете. Да, вот такое ощущение, что вы можете ключи как бы в разных местах оставлять. И вот сегодня может такая ситуация, что вы их просто не можете найти. Поэтому вот будьте внимательны, да, с ключами. Также это может быть указание на ремонт какой-то, да, то есть ключ как средство для ремонта. Может быть, это автомобиль, да, ремонт автомобиля. Может быть, это что-то вы делаете по дому, да, может быть, какой-то ремонт или еще что-то такое. Тоже здесь вот все возможно. Но в любом случае для вас, уважаемые близнецы, день какой-то очень значимый, решается какая-то большая сложная проблема, какой-то вопрос, и вот для вас какое-то улучшение начинается. Раки, у вас девятка пиковая. Вам придется сегодня, знаете, стоять на своем. Кто-то вас тут уговаривает сделать то, что вы не хотите. И у вас прям такой может быть протест какой-то внутри, да, может быть и другая ситуация. Может быть, вы наоборот находитесь в каких-то таких приятных, надежных, стабильных условиях, а вам надо их менять. И вот сложно на это решиться, как будто бы хочется оставаться на месте, хочется вот какой-то стабильной жизни, да, не хочется ничего менять, не хочется напрягаться. И вот вы понимаете, что все-таки перемены неизбежны, да, и вот у вас может бороться вот эти два чувства. А также карта говорит о том, что сегодня могут приходить какие-то стабильные доходы. Сегодня, может быть, какой-то человек окажется для вас такой поддержкой, опорой, да, примером, возможно. Что еще? Какое-то море возможностей перед вами открывается сегодня. Вот самое главное– это ваше внутреннее состояние. Если вы не разрешите себе новое, да, то вот так и останетесь в том состоянии, в котором вы сейчас есть. Сложно вам здесь вот на новое решаться. Но карты рекомендуют, потому что все-таки время перемен каких-то для вас пришло. Следующая карта для львов. У вас, уважаемые львы, девятка бубновая. У вас какие-то значительные перемены. Может быть, знаете, начинается как будто бы новая жизнь у вас. Как будто здесь и окружение у вас новое. Может быть, вы готовитесь к какому-то периоду, допустим, переходите на новую работу или учитесь чему-то новому. Или может быть какая-то перестановка в доме. Или может быть у вас с друзьями, допустим, какая-то была сложная ситуация. Возможно, вы отказываетесь от какого-то общения, да, и прерываете вообще связь с какими-то людьми, потому что вы считаете, что больше вам с ними общаться нельзя. Да? Какой-то день очень такой серьезный, когда вы можете прям какую-то точку ставить в чем-то. И также здесь и новое что-то начинается. То есть одно заканчивается, новое начинается. От одних отношений отказались, другие начинаются. Так, может быть, кстати, тоже у вас такая вот ситуация, что вы что-то теряете. Куда-то положили предмет какой-то, не можете найти. Находите тогда, когда уже, ну, как бы время ушло, а он вам уже не нужен, да. Вот будьте внимательны. Или может что-то сломаться, такое важное, ценное для вас, да. Может там уронить, стукнуть или еще что-то такое. Тоже будьте осторожны. Так, это у нас девы. У вас, уважаемые девы, шестерка пиковая. День, когда нужно, знаете, потратить много сил, потому что у вас их действительно в большом количестве присутствует сегодня. То есть вы способны на такие подвиги, да. Вот то, что вы давно не могли сделать, откладывали, боялись, да. Вот в сегодняшний день это прям то, что нужно, чтобы решиться.
Если боялись, допустим, что-то сказать кому-то, да, вот слова какие-то важные, правильные, сегодня можно сказать. Если боялись там пойти в спортзал, сегодня хороший день. В общем, все, что раньше как-то вот не хватало сил, да, сегодня есть. Кстати, очень хороший день для того, чтобы что-то делать острыми предметами, там что-то шить, вырезать, кроить, да, вот что-то такое, вот, может быть, там маникюр, в общем, уколы какие-то красоты, допустим, да, вот все, что связано с острыми какими-то предметами, это будет очень полезно. Так, следующее у нас весы. У весов семерка пиковая. У вас в основном какие-то разговоры, вы звоните, пишете, и вот весь день у вас как-то в общении, в звонках, может быть, приходят какие-то счета, может быть, оплачиваете кредиты, может быть, кстати, деньги приходят или бумажные к вам, или на карту. Может быть, сегодня какие-то бумаги обсуждаете, допустим, да, например, вы собираетесь в ближайшем времени, в будущем, да, какую-то сделку совершить. И, может быть, что-то делаете с бумагами, допустим, собираете бумаги вот для того, чтобы в дальнейшем ими пользоваться, да, для какой-то сделки. Или намечаете план какой-то, как вы будете действовать. Ну, в общем, очень важно сегодня вам, уважаемые весы, навести порядок в бумагах и оплатить все счета, если вдруг у вас что-то там скопилось, да, нужно обязательно это сделать. И вообще день такой очень важной информации, которая приходит как своевременно, да, то есть вот у вас есть какой-то запрос, и вот своевременно приходит информация. Может быть, кстати, тут и сплетни от каких-то людей, вы случайно узнаете что-то о близких людях или о себе самом. Следующая карта для скорпионов. У вас, уважаемые скорпионы, король пиковый. День очень удачный, в чем-то вам повезет. Обычно везет здесь и в покупках. Подарки дарят по этой карте. Завершается какое-то важное дело. Получаете ответ какой-то долгожданный, помощь от других людей. Здесь может быть, знаете, помощь даже и от государства. Допустим, узнаете какую-то информацию, как вы можете получить какую-то выплату от государства, допустим, да, или как вы можете какой-то вопрос решить с администрацией, или какой-то разрешительный документ получить. Также по этой карте хорошо мириться, если особенно какая-то застарелая такая ссора. Это карта такой, знаете, выполненной задачи, завершенного какого-то проекта. Очень часто с профессией эта карта тоже связана. Может быть, кто-то будет работать и работать с удовольствием, да, то есть это вот карта профессионала такого, который всем нужен. И еще вот вы сегодня, уважаемые скорпионы, будете чувствовать себя а, очень наполненными, да, очень много энергии, очень много сил, делитесь с другими людьми и, может быть, поддерживаете кого-то, да, оказываете кому-то помощь. Следующие стрельцы, у вас, уважаемые стрельцы, туз червовый. У вас день очень активный, возможно, вы тут разрабатываете какие-то стратегии, пишете какие-то планы. Может быть, сегодня вы найдете какое-то признание у других людей. Очень хорошо здесь проявлять инициативу, любую, да, в делах, в отношениях. Если что-то вы задумали, да, вот делайте незамедлительно, не откладывайте. У вас прям сегодня очень-очень хороший день. Также здесь может быть встреча какая-то. В основном сегодня для девушек день очень удачный. Можно встретиться с человеком, который вот очень подходит для отношений. Для тех, кто, ну, для мужчин, допустим, эта карта говорит о том, что какой-то, может быть, дружеский такой, ну, как бы помощь другу, да, от друга может помощь приходить, или, может быть, знакомство с человеком, который может стать другом. В общем, какой-то искренний человек здесь появляется, которому можно доверять.
Так, следующая карта для козерогов. У вас шестерка бубновая, а у вас какая-то удача. Вот совершенно вы не ждали то, что происходит. Какие-то новые приходят люди, новые возможности. А вдруг начинает получаться то, что вообще не получалось. Те, с кем вы поссорились, вы вдруг начинаете с ними общаться вполне нормально. Как-то счастливо заканчивается все. В общем, карта такого везения, а это приходит через других людей и через ситуации. Денежки тоже очень часто приходят, причем, знаете, сразу с нескольких сторон может быть. Может быть даже такое, что вот вы, допустим, к воскресенью у вас нет совсем денег на какие-то нужды. И вдруг в воскресенье сразу с нескольких сторон приходят деньги. Или вот что для вас самое такое сложное сейчас? Вот получается, что ситуация разрешается. Следующая карта для... Так, это у нас были козероги, водолеи. Для водолеев выпадает валет пиковый. У вас будет день, когда можно, знаете, отдохнуть душой, когда можно вот заняться какими-то любимыми делами, расслабиться. Может быть, это какой-то семейный праздник, может быть, это, знаете, желание побыть просто вот дома с семьей, с детьми, если они есть, да. А также может быть какая-то выявится ошибка, да, которую вы сделали когда-то, и вот как-то она проявится сейчас вот в негативном фоне, да, негативном плане. И, может быть, не хватает каких-то знаний, какого-то опыта, или, может быть, вы как-то наивно себя ведете, позволяете себя обмануть, да, вот на это обратите внимание. А также вот по этой карте потребность в заботе у вас может быть. Или, допустим, вы можете вести себя очень искренне, да, а другие люди как-то хитрят рядом с вами. Вот знаете, сегодня такой день, когда вам вот совершенно не хочется как-то подозревать других людей, вам хочется с открытой душой жить. Но знаете, что здесь не всегда это возможно, да, что есть люди, которые могут воспользоваться вот этой вашей открытостью, да, и потом это вам припомнить. Поэтому смотрите, абсолютно со всеми здесь нельзя быть искренними и открытыми. Так, следующая карта для рыб. У вас, уважаемые рыбы, дама пиковая выпадает. У вас какой-то подарок, что-то красивое, вкусное, да, может быть исполнение желания какого-то давнего, может быть исцеление от болезни, может быть какие-то, знаете, вообще счастливые такие события, счастливые времена, причем их очень много здесь. Какой-то день у вас действительно такой радость, счастье, приятные какие-то события и даже приятное удивление какое-то. Очень хороший день у вас, какая-то белая полоса у вас, уважаемые рыбы. Чем закончится день? Восьмерка червовая. День закончится какими-то важными разговорами либо с членами семьи, либо с родителями. И здесь, знаете, очень много чего-то недосказанного, может быть, много даже обид каких-то. И вот приходится с этим разбираться. Также эта карта, когда, знаете, эмоции, чувства, они через край, может быть, даже заслоняют разум, да, поэтому если вдруг вот нахлынут такие эмоции, может быть, лучше отложить разговоры на потом, потому что можно просто перейти на, как бы, ну, в общем, не понять можно друг друга, да, когда слишком много эмоций. Лучше этот день посвятить чему-то такому романтическому, да, чтобы вас окружало что-то красивое, да. В общем, заранее запланировать какой-то такой тихий, семейный, уютный праздник. Вот это было бы очень хорошо по карте. И еще вечером могут быть какие-то события, которые для вас открывают будущее. Это вот очень важно, обратите на это внимание. Друзья, всем желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.